моему любимому и дорогому другу рэб Шолом Алейхему. Дай Бог здоровья и достатка вам с женой и детьми, да сопутствует вам радость и утеха всюду и везде, куда бы вы ни обратили стопы свои. Вовеки аминь. Вы удивляетесь, пан Шолом Алейхем, что Теви давно не видать. Эх. Если б он знал, с какими горестями, с какой болью носится Теви. Как это у нас говорится, прах еси, в прах обратишься. Что толковать можно и так, что человек слабее мухи и крепче железа. Что ни беда, что ни напасть, стороной не обойдет. Отчего это, не скажете? Может, от того, что я по натуре человек до глупости доверчивый и всем на совесть верю. 5 дочерей у меня, одна другой лучше. Красавец. Ну, Цетл, вы помните, вышла замуж за Мотла портного. Ну, Хава, но об этом я пока помолчу. Пришла очередь Годлу. И вот какая у нас вышла история. Подхожу я к дому. Время летнее, кругом благодать. Гляжу, какой-то парнишка бодро шагает. Откуда, к примеру, шагает такой паренек? Такой паренек, к примеру, шагает из Египта. А что делать в Египте такому пареньку, как ты? Паренек вроде меня сдает экзамены. На кого же учится такой паренек? А такой паренек еще сам не знает, на кого учится. Да? А зачем же в таком случае паренек морочит тебе голову? Успокойтесь, рэб Теви. Паренек вроде меня знает, что делает. Скажите, пожалуйста. Но если я тебя знаком, скажи, кто ты такой? Кто я? Человек. Ну, вижу, что не лошадь. А чей ты? Чей? Божий. Ну, знаю, что Божий, знаю. У нас так и сказано, всяк зверь, всякая скотина. Я тебя спрашиваю, откуда ты родом и из каких краев? Родом я от Адама, а вообще-то я здешний. Да вы меня, наверное, знаете. Да? А кто твой отец? Ну-ка, послушаем. Отца моего звали Перчик. Фу ты, пропасть. Так что ж ты мне голову морочишь? Так значит, ты сын папиросника Перчика? Значит, я сын папиросника Перчика. Подожди, и что, ты в классах учишься? Да, учусь в классах. А ну-ка, давай посидим. Посидим, давай. Посидим. Поговорим. А скажи-ка мне, сокровище мое, а чем, к примеру, ты живешь? А живу я от того, что ем. Вот как. Здорово. А что же ты ешь? А что дают? Ну, я понимаю, ты не из привередливых. Было бы что. А когда нет ничего, закусываешь губы и ложишься натощак. И все для того, чтобы учиться в классах. По египетским богачам равняешься. Как в Писании сказано. Все любимые, все избранные, да? Не дождутся богачи, чтобы я по ним равнялся. Ой. Плевать я на них хотел. Что-то ты больно взъелся на богачей. Видать, не поделил с ними отцовского наследства. Да будет вам известно, рэб Теви, что и я, и вы, и все мы вместе, может быть, имеем очень большую долю в их наследстве. Знаешь что? Ты бы помолчал. Ну, а если есть у тебя время, приходи ко мне сегодня вечером. Потолкуем. Спасибо за приглашение. Время у меня найдется. Я пойду. Хорошо тому жить, кому бабка ворожит. Ну, иди мой руки, Перчик. А если хочешь, можно и так.
Я у богов стряпчих не состою, и за тебя меня на том свете сечь не будут. Садись. Садись. Спасибо, садись. спасибо, Рептевий, я с удовольствием. Белка. Шпринца. А вот не пойму я вас сегодняшнего. У другого, извините, извините за выражение, штанов нет. А учиться страсть как охота. А чему учиться, сами не знают. Ну, почему, Рептевий? Кто не понимает, а кто и очень хорошо понимает. Уезжает вы, губец, в Одессу, валяются по чердакам, едят болячки, с холерой закусывают лихоманкой. Месяцами мяса не видят, шестером складчину покупают булку с селедкой, и, как говорится, возрадуешься в день праздника своего. Правильно я говорю, Перчик, а? Говорите вы правильно, Рептевий, но думаете неправильно. Это как понимать? А так, что действительно многие живут впроголодь, а то, что учатся, правильно делают. Потому как учение свет, а не учение тьма. Видишь, Перчик, я тоже уважаю знания. Но ведь вот как в жизни получается. Другой расписаться не может, а живет в почете и в богатстве. Богатым и жулик может быть, а вот почет может быть только у того, кто честно трудится. Перчик, если бы Бог услыхал твои слова, если бы Бог услыхал твои слова. Придет время, все услышат. Вот как. Ты недаром, кажется, носишь фамилию Перчик. Должен признаться, что тянет меня к этому человеку. Сам не знаю почему, но тянет. Люблю, понимаете, человека, с которым можно словом перекинуться. Иной раз с изречением, другой раз притчи, рассуждением о разных высоких материях, то сё, пятое, десятое, такого уж, Теви, такого. Но кажется мне, что он теперь часто будет сюда приходить. Ну ладно, Перчик, заходи, когда сможешь. Рады будем тебя видеть, потолковать о том во сём. Спасибо, Рептевий, обязательно зайду. У вас всегда добрый сыр, Рептевия, и сметана тоже. Так что рады видеть вас здесь. Всего хорошего, Реп Рабинович, всего хорошего. О, Рептевий. Здравствуйте, Рептевий. Здравствуйте, Реп Ефраим. Что-то вас долго не видно было у нас в Бойбереке. Я думаю, надо зайти. Да вот, хорошо вас встретил. Я немного прибавлял, Реп Ефраим. Что поделаешь? Человек предполагает, Бог располагает. А какое у вас дело до меня есть? Очень хочется кое-что рассказать. Ну что ж, лишь бы что-нибудь хорошее. У вас, Рептевий, есть дочь. У меня их в хате 5, Реп Ефраим, дай им Бог здоровья. Я знаю, что у вас в доме их 5, у меня их тоже 5. Ну, стало быть, у нас ровным счетом 10. Ну, ладно, шутки в сторону. Дело вот в чем. Я, как вам известно, сват. И вот для вас у меня есть жених, всем женихам жених. Высший сорт. Ну, например, что вы называете всем женихам жених? Если портняшка или сапожник или меламед, так пусть сидят себе на месте. А у меня, как сказано в Мидраше, счастье и освобождение придут с другой стороны. То есть мы найдем родню и в другой стороне. Вы все со своими притчами. С вами разговаривать надо хорошенько подпоясаться. Начинаете сыпать словами, изречениями. Вы послушайте.
Вы послушайте, рэп Теве, какого жениха Ефраим Сват намерен предложить вам. Ну, говорите, я послушаю. Значит, во-первых, из очень хорошей семьи, сын почтенных родителей, не какой-нибудь там безродный. Ну что ж, не скрою, рэп Ефраим, для меня это важно. Я и сам не из последних. В моей семье есть простые люди, есть мастеровые, а есть и хозяева. Но это еще не все. Этот жених большой грамотей, рэп Теве. Он очень хорошо разбирается в мелких буковках. И это неплохо. Терпеть не могу невежд. Для меня невежда в 1000 раз хуже шалопая. Ты ходи без шапки, хоть вниз головой, хоть вверх ногами, но если ты подеваешь толк в писании, для меня это свой человек. Но это все присказка, рэп Теве. Жених богат, набит деньгами, разъезжает в карете на паре огневых лошадей так, что пыль столбом. Ну что ж, нежели бедняк, так пусть лучше богач. Ну, послушаем дальше. Дальше? Дальше он хочет породниться с вами, рэп Теве. Помирает человек. Сохнет. То есть не по вас, а по вашей дочери сохнет. Он хочет красивую девушку. Вот как. Ну и пусть сохнет. А кто она, ваше сокровище? Вдовец? Холостяк? Разведенный? Черт, дьявол? Холостяк. Холостяк. Ну, Так. правда, в годах, но холостяк. Угу. И как его святое имя? Привезите Годл в Бойберик, тогда скажу. Раньше не могу. А что значит, рэп Ефраим, я ее должен привозить? Привозят лошадь на ярмарку или корову на продажу? Вы должны понять, это не так, чтобы обыкновенный жених из бедняков там. Это же особенный жених. И мы должны уважить его тайну до поры до времени. Я подумаю, о чем вы мне сказали, рэп Ефраим. Всего вам хорошего. Трррр. Добрый вечер. Что слыхать насчет войны? Ах, войны, войны. Это, скажу я вам, зарез для всего мира. Будь я Ротшильд, я бы раз навсегда положил конец войнам. Вы, пожалуй, спросите, каким образом? Только при помощи денег. Только при помощи денег. Именно. Ну, повторяю, если бы я был Ротшильд, и ко мне бы обратились, а я бы им вот что. Вот тебе долговязый англичанин в клетчатых штанах, миллиард. Вот тебе глупый турок в красной феске, миллиард. Тебе, тетя Раиса, миллиард. И я дело сделал. И люди перестают резать друг друга, как скот, ни за что, ни про что. Понятно? А если нет войн, значит, к чему оружие, войско, вся эта канитель, весь этот тарарам? Ни к чему. А если нет войска, нет оружия, нет тарарама, значит, нет вражды, нет зависти. Значит, нет англичанина, нет турка, нет француза, нет цыгана, нет еврея. А, скажем, мир обретает какое-то другое обличие. В Писании сказано. Как вы попали сюда? И что поджидаете? Вчерашний день? Что вы так разглядываете меня? Точно давно не видели. Я, кажется, тот же самый Теве, что и был, ничуть не изменился. Отец, нас нужно поздравить. Поздравляю. Дай бог счастья. А по какому случаю? Клад в лесу нашли? Или от большой беды только что спаслись? Нас следует поздравить, рэп Теве. Мы
жених и невеста. Подожди. А что значит жених и невеста? Вы не знаете, что значит жених и невеста? Жених и невеста значит то, что я ее жених, а она моя невеста. Так. А когда же была помолвка, и почему меня не пригласили на это торжество? Я ведь как-никак, вроде ей сродни, не так ли, а? Ну, я не понимаю, что это за сватовство без свата, без... А зачем нам сват? Мы уже давно жених и невеста. Вот как? Ну, чудеса, да и только. Ну, а почему же вы об этом до сих пор молчали? А зачем нам кричать? Да мы бы и сегодня не рассказали, но так как нам предстоит разлучиться, вот мы и решили раньше повенчаться. Венчаться? А что значит венчаться? Я что-то ума не приложу. Понимаете ли, Рептеви, в чем дело? Я собираюсь уезжать отсюда. Так, а когда ты уезжаешь? Вскоре. Так, а куда, к примеру? А этого я вам не скажу. Это тайна. Тайна, тайна. Ну, тайна-то тайна. Тайна. У тебя всегда тайны. У тебя всегда тайны. Однако растолкуй мне, братец, вот что. Ты же за справедливость ратуешь. Ты же пропитан насквозь любовью к людям. Мне не нравится ваша ирония, Рептеви, но допустим, что так. Так вот, объясни. Как же это так получается, что ты вдруг ни с того ни с сего отбираешь у Тевьи дочь, делаешь ее вдовой при живом муже? Вот это и есть справедливость, да? Вот это и есть любовь к людям. Ага. Ну, хорошо, спасибо, хоть ты меня не обокрал и не поджег. Отец, ты даже не представляешь себе, как мы счастливы, что рассказали тебе обо всем. У нас, знаешь, как прямо камень с души свалился. Ну, давай расцелуем. Ну, хватит целоваться, говорю, хватит целоваться, говорю, хватит. Надо о деле подумать. О каком деле? Ну, как о каком? Ну, о нарядах, о платье, о свадебных расходах. Ну, то, сё, 5-10. Ничего нам этого не нужно. Да, ни 5-го, ни 10-го. А что же вам нужно? Нам? Нам нужно повенчаться. Слыхали? Словом, ничего не помогло. Пришлось их повенчать. Что и говорить. Не такая была свадьба, как пристала Теве. Тихо, с позволения сказать, была свадьба. Рептеви, у вас нет ли знакомого свата, чтобы я мог выдать моих дочерей, а? И в тот же день, через несколько часов после свадьбы,
Запрягаю я лошаденку, садимся мы втроем, я, дочь и зятек мой богоданный, и марш к поезду в Бойберег. И что вы думаете? Он уезжает, бог весть куда, она остается одна, и хоть бы слезиночку выродили. Вижу, подходят два молодца, порядочных оборванцев в стоптанных сапогах, к поезду попрощаться с зятьком. Хорошая компания для моей дочери, подумала я. Как раз то, о чем я мечтал, трудясь день и ночь. Скажи мне, Году, а кто это там был на вокзале? Похоже, скажу тебе, на конокрадов или фальшивомонетчиков. Да ну что ты, отец? А? Ну что ты? Уверяю тебя, это честнейшие люди, глубоко порядочные, замечательные люди. Да? Они всей своей жизнью жертвуют ради других, а о себе даже и не думают. А скажи, этот паренек в рубашке с пояском, он кто? Этот, ты знаешь, он из очень богатой семьи. Представляешь, родителей в Египте бросил, даже ломного гроша у них брать не хочет. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Чудеса вы решите. Славный парень. Если б к его длинным волосам, к его рубашке еще бы дать гармошку в руки или собаку на привязи, то-то было бы загляденье. Ну что ты, отец? Ну то ты смеешься над ними, то злишься. Они, между прочим, за общее благо стараются. А что мне твое общее благо? Что мне твои рабочие? Что мне прошлогодний снег, когда у вас все делается по секрету? А есть поговорка, где секрет, там нечисто. Скажи мне, скажи, зачем и куда поехал Перчик? А? Знаешь, я все скажу, но только не это. Вот, все. Поверь, ты со временем все узнаешь. Может быть, даже вскоре. Узнаешь много нового. Да. Хорошего. Аминь, дай Бог. Твоими устами мед пить. Но чтобы враги наши были так здоровы, если я понимаю и знаю, что здесь происходит. Что означает вся эта кутерьма? Да в том-то и беда, что ты этого не поймешь. Ну как же поймешь? А этого одним умом не понять. Да. Это чувствовать надо. Сердцем чувствовать. Слушай, Голда, твоя дочь Годл, кажется, немного приободрилась. Больше уже не плачет, но какая-то странная ходит. Все время думает о чем-то, как будто задачку решает. Видно, получила письмо от своего золотого перчика. Недавно какой-то голодранец приходил. А? А о чем же письмо? А я знаю. Ты отец, ты узнавай. Ну а что, мать не может узнать матери? Что дочь не может сказать, о чем думает и пишет ей драгоценный муженек? Ты же у них доверенное лицо. Вот ты узнавай. Папа, я должна тебе кое-что сказать. Ну, я слушаю тебя. Я хочу сказать тебе, что сегодня мы с тобой распрощаемся навсегда. Так. А что значит, детка, распрощаемся навсегда? А? Это значит, что я завтра уезжаю на рассвете. И мы уже больше никогда не увидимся. Никогда.
А куда ты уезжаешь? К примеру, если я, конечно, достоин это знать. Я еду к нему. К нему? А где он? Пока что он еще сидит, но его скоро высылают. Скажи мне, дочка, ну, насколько я знаю, он сидит не за воровство. Но тогда у меня в голове не укладывается. Но если он не вор и не жулик, так за что же он сидит? За какие такие грехи? Молчишь? Ну, молчи. Твое сокровище, не мое. Что? Едешь к нему попрощаться с ним, да? Нет. Я еду к нему туда. Куда? Туда? Куда? Туда? Пока еще неизвестно, как называется это место. Но это очень далеко отсюда, страшная даль. Так, доченька, значит, выполняешь завет Божий, а потому и покинет, говорится, там. Значит, ты ради перчика бросаешь отца, мать и едешь в неведомые края, в пустынные места, на застывшее море, да? Ну, хорошо. Ну, скажи мне, ну, где это слыхано? Чтобы девушка выходила замуж только для того, чтобы потом следовать за мужем куда-то к черту на рога. Да с ним хоть к черту на рога. Но это же глупо, доченька, это же глупо. Тебе этого не понять. Ну, мне этого не понять, мне этого не понять. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Допустим, что я ничего не понимаю. Прожил жизнь, ничего не понимаю. А вы уже все в этом разобрались. Допустим, допустим. Тогда я хочу тебе рассказать один пример, доченька. Давай, папа, говори. Курица высидела утят. Утята, как стали на ноги, побежали к реке и в воду. А бедная курица на берегу квохчет. Ну, что ты теперь скажешь, доченька? Ну, что мне сказать, отец? Наседку, конечно, жалко. Но неужели же из-за того, что она квохчет, утятам не плавать? Слушай, Теви, вы собираетесь войти в дом или как? Тише, Голда, тише. Как в Писании сказано, о чем шумите? Ты, наверное, забыла, какой сегодня праздник. В эту ночь на небе решается наша судьба. В эту ночь никто не должен спать. Ну, может быть, вы сначала войдете в дом? Ну, хорошо, сейчас идем. А ты раздуй самовар, попьем чаю. А потом я запрягу лошаденку, и поедем мы с тобой в Годл к поезду. Большой и сердечный привет вам, пане Шолом Алейкум. 100 лет мы с вами не видались. Сколько воды с тех пор утекло. А у меня беда стряслась с дочкой моей, Шпринцей. А такая беда, что и сравнить ее с тем, что было раньше, нельзя. А вот, как видите, ничего. Живу. Как это говорится, не по своей воле живет человек. А случилось так. Дела мои молочные потихонечку пошли в гору. В Бойберг съехалось много народу. Всем нужно свежее масло, сыр, значит, нужен Тевье. В общем, вошел Тевье в моду. Было это накануне праздника нашего, Пятидесятницы. Приехал я со своим товаром к богатой вдове из Екатеринослава, которая приехала на лето в Бойберег с сыном своим, Ароном, которого она почему-то называла Арнольдом. Рэб Теви, мне вас рекомендовали. Да. Говорят, у вас самые лучшие молочные продукты. Ну, еще бы, мадам Роза, еще бы. Недаром царь Соломон говорил, что доброе имя гремит по свету аки трубный глаз.
А хотите, я вам расскажу, как толкует это место Мидраш? Не надо, зачем? Я вдова, и меня это не интересует. И что такое Мидраш, я не знаю. Это священное писание. Ну и пусть, Бог с ним. Важно, чтобы в доме было свежее масло и вкусный творог. Конечно, конечно, конечно. У вас большая семья? Была большая, мадам Роза. Сейчас 2 дочери и жена, чтобы не сглазить. Но это немало для одного работающего. А почему для одного? Все работают, всем места хватает. Что значит, все ваши дочери трудятся и не смотрят целый день на себя в зеркало? Ах, мадам Роза, моим дочерям некогда глядеться в зеркала. Хотя, с другой стороны, но почему девушкам не взглянуть в них? Почему? Вы серьезный человек, Реб Теви. Хотя и не богатый. Но я-то уж понимаю в людях, поверьте мне. Мадам Роза, как в мои годы можно быть несерьезным? Как? Все бывает, все бывает. Вот у меня беда с сыном. А что такое? Что такое? Парню 21 год с лишним, а у него на уме только лошади, лесопеды, рыбная ловля. Больше ни о чем думать не хочет. Ага, а деньги пусть дядя домой принесет, так? Он слышать не хочет ни о деньгах, ни о делах. Вот тварь. Отец ему оставил порядочное состояние, около 1 миллиона, а его это не интересует. Тратит направо, налево. Руки, говорит, у него дырявые. А где он, ваш сын, мадам Роза? Дайте-ка мне его, дайте мне его. Я с ним потолкую, научу его уму-разуму, приведу ему парочку изречений. Вы лучше ему коня привезите, а не изречения. Ты где был? Катался на лодке, рыбу убил. Прекрасное занятие для такого паренька, как вы. Тут могут весь дом разнести, а вы будете рыбку ловить? Это Реб Теви. Угу. Да, правильно. Я Реб Теви. И скажу вам, что такому взрослому парню, мужчине, можно сказать, хозяину дома, пристало более солидное занятие, чем рыбная ловля. Ибо сказано, трудами рук своих кормится человек. Ну, во-первых, Реб Теви, кто как? Кто трудами, а кто и не трудами, правда? Ну, бывает и так, что поделать. Вот, бывает. А во-вторых, Реб Теви, труд ведь нужен тогда, когда без него не проживешь. Ведь так? Так, да не совсем так. Честный человек всегда кормится трудами рук своих. Легкие деньги – это фальшивые деньги. Без денег плохо. Но не со всякими деньгами приятно, уверяю. Вы не глупо рассуждаете, Реб Теви. С вами можно и потолковать кое о чем. А зачем же дело стало? Прокатитесь ко мне на хутор, поговорим о том о сём. Правда, может быть, большой пользы от этого не будет, но ведь, как говорится, ни хлебом, ни дыном. Надо подумать. Что ж тут думать? У вас только лошадей, лесопеты. Так, а можно и пешком, ноги-то не отвалятся. А тут недалеко, прямо вот через лес. Ну, а когда вы дома-то бываете, Реб Теви? Ну, дома я бываю только по субботам и по праздникам. Ага. Подождите. Следующая пятница у нас Пятидесятница. Вот и приезжайте. А жена моя покормит вас молочными блинчиками. Такими блинчиками, что ваши предки в Египте не едали. Ладно. Буду вашим гостем. В первый день праздника приедем, Реб Теви, к вам на блинчики. Со своими друзьями. Только вы уж смотрите, чтоб горяченькие были. Ну, прямо со сковородки в рот.
Милости просим, гости дорогие, милости просим, милости просим. Здравствуйте, Репетевич, с праздником. Здравствуйте, здравствуйте. С праздничком. Здравствуйте, здравствуйте. О, это вы что, ради праздника решили верхом прокатиться? А почему нет? Ну, если, дай бог, вас на том свете за это посекут, мне больно не будет. Да ничего. Ну, садитесь, садитесь, садитесь. С праздничком. Голда, посмотри там, что с блинчиками, пусть их несут во двор. А то мне в доме хвастать перед гостями нечего. Садитесь, садитесь, гости дорогие. Шприца, Белка, что вы там? Поторапливайтесь. С праздничком. Кушайте, гости, кушайте. Кушайте. Кушайте, такие пожалуйста. блинчики. Кушайте. Это удостоится, как я говорю, надо. Прекрасные блинчики. Прям объявление, а? Так а что? Повторить надо. Что вы сидите? Повторить надо. Сегодня праздник Пятидесятница. Стих «Хвалю тебя» повторяется дважды. Кушайте. Кушайте, гости, кушайте. Кушайте, кушайте. Кушайте, кушайте, Арончик. А что же я, по-вашему, делаю? А вы смотрите на мою шпринцу. Как говорится, бысть утро, бысть вечер. Приезжая как-то вечером домой, усталый, распаренный, после беготни по дачам Байберики, и застаю у себя во дворе привязанного к дверям коня. Готов поклясться, знакомый конь. Это конь Арончика. Подошел я к нему, похлопал по боку, пощекотал шею, потрепал гриву и говорю: эй, приятель, друг сердечный, а что ты здесь делаешь? А он повернул ко мне свою славную морду, посмотрел на меня умными глазами, точно хотел сказать: а что ты у меня спрашиваешь? Спроси у хозяина. С тем я вошел домой. Добрый вечер. Добрый вечер. Хочу с вами дело обделать, Репетевич. Давайте лошадками поменяемся. Не нашли над кем смеяться? Нет, я серьезно. Серьезно? Ну и сколько, к примеру, стоит ваша лошадка? А во сколько вы ее цените?
Но я ценю, боюсь сказать, рублей в 300, а может быть и с гаком. Если вашу сумму помножить на 3, прибавить к ней тот самый гак, тогда, может быть, будет ее настоящая цена. Ну что, меняемся? Давайте оставим это выгодное для вас дело до следующего раза. Скажите, вы что, специально для этого сюда приехали? Если это так, то вы напрасно потратились. Да нет, Рептевий. Я приехал, собственно, по другому делу. Если угодно, пойдемте немного прогуляемся. Ну, хорошо. Что бы вы сказали, Рептевий, если бы я сообщил вам, что люблю вашу дочь Шпринцу и хочу на ней жениться? Что бы я сказал? Я бы сказал, что одного сумасшедшего надо вычеркнуть, а в вас писать. Что это значит? То и значит. Я не понимаю. Значит, сметки не хватает, а в Писании сказано: очи мудреца в голове его. А понимать это надо так: умному мигнуть, а глупому палкой ударить. Я с вами говорю прямо, а вы все шутками да изречениями отделываете. Ну, что делать, что делать? Каждый кантор по-своему поет, и каждый проповедник себе проповедует. А если хотите знать, что вы должны проповедовать, вы сначала спросите у своей мамаши, она вам все обстоятельно разъяснит. Ну что ж, я, по-вашему, мальчишка, который должен спрашиваться у мамы? Конечно, должен спрашиваться у мамы, конечно. А она вам скажет, что вы не в своем уме, и будет права. И будет права. Да, будет права. Будет права. Ну, скажите, ну какой вы жених для моей Шпринцы? Какой вы жених? Какая она вам ровня? И посудите, какого будет ваша мамаша породниться со мной? Но если так, Рептевий, то вы глубоко ошибаетесь. Я не 18-летний мальчишка и не собираюсь подыскивать родственников для своей мамаши. Я знаю, кто вы и кто ваша дочь. Она мне нравится. Я так хочу, и так оно будет. Ну, хорошо. Насколько я понимаю, с одной стороной вы уже поладили. А как обстоит дело с другой? Я не понимаю, о чем вы говорите. Ну, я имею в виду дочь мою Шпринцу. Вы с ней разговаривали? Что она вам сказала? Что за вопрос? Конечно, говорил. И не один, а несколько раз. Я ведь сюда каждый день приезжаю. Я вижу, что вы времени теряли. Шпринца! Скажи-ка, дочка, я хочу спросить тебя. Скажи мне, пожалуйста, о чем с тобой договорился Арончик без моего ведома? М? Ты хоть знаешь этого Арончика? Конечно, знаю. А ты знаешь, что он свищик? М? А что это значит свищик? Это пустой орех, свистит, свищик. Ты ошибаешься. Ошибаешься. Арнольд очень хороший человек. Пусть Арончик станет Арнольдом, но от этого он не перестанет быть шарлатаном, дочка. Так Арнольд не шарлатан. У него доброе сердце. Ну, просто он живет среди низких людей, которые только и думают, что деньги да деньги. И ты, Шпринца, стала философствовать, да? И ты возненавидела деньги. Ну что ж,
Иди. Асканур да Димаскинда, Динурдия де фарс михта. Ты сидишь как на молитве. Ты лучше скажи мне, голое сердце, могу ли я надеяться на старости лет обрести покой и почувствовать, наконец, что значит жить на этом белом свете? О чем это ты? А может быть, мне и вправду суждено иметь дочь миллионершу, а? Ну, а где это сказано, чтобы Теви всю жизнь бедствовал, таскался с лошаденкой и доставлял сыр и масло этим египетским богачам ни дна им, ни покрышки? Где это сказано? Что-то ты размечтался, Теви. Ты рехнулся. А что будет, если шпринца и впрямь станет миллионщицей? А что это миллионщица? Что это? Миллионщица – это жена миллионщика. А что это миллионщик? Миллионщик – это человек, который имеет миллион. А сколько это миллион? Ну, если ты не знаешь, дура, что такое миллион, так что я с тобой разговариваю? А кто тебе просто со мной разговаривает? Разговаривает он со мной, не разговаривает. Был Арончик. Не был. Всю неделю? Всю неделю. Шарлатан, он и есть шарлатан. Был посыльный от вдовы. Просили обязательно приехать. Так а что ж ты молчишь целый час? Поедешь ты, не поедешь. Сначала ты должен поесть. Ну. А потом обязательно поедешь, даже среди ночи. Что им так приспичило? Что они так торопятся? Здравствуйте. Добрый вечер. Кто меня звал, не знаете? Мадам Роза, Арончик. Я Тевье. Я вас звал. А кто вы такой будете? Я брат мадам Розы. Арончику дяди прихожусь. Меня депешей вызвали с Екатеринослава. Прошу вас, проходите. Я только что приехал. Ну, в таком случае, с приездом вас, с приездом. Садитесь, садитесь. Спасибо, я уже сижу. Ну, как вы поживаете? Как у вас там насчет конституции? Послушайте, рэп Теви, что я вам скажу. К чему нам долгие разговоры? Давайте сразу приступим к делу. Ну что же, еще Соломон Мудрый говорил, всему свое время, если нужно к делу, давайте к делу. Я человек деловой. Это видать, что вы человек деловой. Вот я и хочу поговорить с вами по-купечески. Хочу, чтобы вы мне сказали, только откровенно, во что нам обойдется вся эта история. Только откровенно. Если откровенно, я не понимаю, о чем вы говорите. Я хочу спросить вас, сколько мне будет стоить вся эта музыка? Ну, смотря по тому, какую свадьбу вы затеваете. Если вы имеете в виду шикарную свадьбу, то я, извините, не в состоянии. Не то вы прикидываетесь простачком, Тевье, не то вы в самом деле. Однако по вас не видать, чтобы вы были простачком. Сумели же вы заманить моего племянника в болото? Да-да-да, пригласили будто бы на праздничные блинчики,
Подставили там красивую девушку. Дочь она вам или не дочь, я в такие тонкости не вдаюсь. Она ему полюбилась, понравилась. Ну, то, что он ей понравился, это само собой. Тут и толковать не о чем. Я не понимаю, о чем вы говорите. Не понимаю, кое-что я сам знаю, а остальное я слушать не хочу. Я ничего не говорю, Теви. Может быть, она и честная девушка, и принимает все это, бедняжка, всерьез. Я в такие тонкости не вдаюсь. Но вы должны знать, кто такой вы и кто такие мы. Да, я, кажется, сегодня-то понимаю лучше, чем вчера. Вы же разумный человек, Теви. Как же вы можете думать, что молочник Теви, который носит нам молоко, масло, сметану, может стать нашим родственником? Ну, а то, что дети дали друг другу слово, так они его друг другу вернут. Большой беды тут нет. Если нужно сколько-нибудь заплатить за то, что она освободит его от слова, конечно, пожалуйста, мы ничего против не имеем. Хотите знать, что я ему ответил? Ничего я, горе мне, ему не ответил. Как говорится, прильпи язык мой к гортани моей. Отнялся у меня язык. Повернулся я, подошел к двери, и нет меня. Подошел к своей лошаденке, и вы не будете смеяться. Расплакался. Эх, плакал. А потом, как Иов, обратился к Богу. Господи, ну что ты нашел в старом Тевье? Что ты его не можешь оставить ни на минуту? Что на мне свет клином сошелся? Где ж принца? А? Я спрашиваю, где ж принца? Где-то здесь, где-нибудь. Что нового? Ничего нового, все тихо. О погромах не слыхать. Шпринц, сядь. Ешь. Если хочешь, можешь выйти. Словно дети за тобой, они бегут гурьбой. Так уж повелось, сколько слез не пролилось. Хватит их на все века, на счастье бедняка. Взгляни судьбе в глаза, в них дрожит слеза. Ну кто же виноват,
что мир солоноват. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Хвалите Господа, ибо Он благостен. То есть, как Господь Бог судит, так и ладно. Ибо поди, будь умником, сделай лучше. Не спаслал нам Всевышний муки воспитания детей. То есть, дети доставляют нам огорчение, а надо делать вид, что это благо. Ты грешишь, Теви. Нельзя грешить. Вот те раз. Вот те раз. Если Господь Бог так расчудесно делает свои дела, где дети не дети, где родители трын-трава, так, наверное, Он знает, что делает. Я умираю, Теви. Кто ж тебе теперь ужин приготовит? Ну, молодое сердце, что ты? Ты мне всю жизнь была верна. Что ж ты на старости лет хочешь оставить меня в дураках? Что ты? Что с тобой, Голда? Что с тобой? А? Чего? Знаете, что я вам скажу? Когда видишь перед собой смерть, поневоле вольнодумцем становишься. Начинаешь размышлять, что мы и что наша жизнь. Что такое наш мир с планетами, которые вертятся, с поездами, которые бешено несутся, со всем этим шумом и треском. И что такое даже сам Бродский с его миллионами? Суета-сует, чепуха и ерунда. Дорогой друг, Реб Шолом алейхум, доброго здоровья вам и вашей семье. Должен прежде всего сообщить, что я, и про вас будет сказано, остался вдовцом. Умерла моя Голда, Царствие Небесное. Женщина она была простая, без затей, но великая праведница. Пусть уж она там за детей своих заступницей будет. Достаточно она из-за них натерпелась, а может быть, из-за них она и со света ушла. Остался я один с дочерьми. За что мне с ними не везет? Ну вот возьмите мою младшую. Ее Бейлка звать. И если бы вы знали, что это за человек. Ну, поди, знай, будь пророком, что тебе сулит судьба руками любимых дочерей. Ну, короче, не буду вас задерживать. Как-то в середине
сентября приезжаю я в Егупец с товаром. Здравствуйте, Реп Ефраим. Здравствуйте, Реп Теви. Что-то вас давно не видно было. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Как насчет заработков? Скверно. Почему? Никаких дел. Совсем? Совсем. А в чем причина? А причина в том, что нынче браки дома не заключаются. Да, где же они заключаются? Там где-то, за границей. За границей? Ну, а что делать, к примеру, такому человеку, как я, у которого и дедушкин, и бабушка там не бывали? Ну, для вас, Реп Теви, у меня есть товарищ здесь, на месте. А именно? Вдова, без детей, 150 рублей приданого. Служила кухаркой в лучших домах. Подожди, Реп Ефраим, подожди. А ты, к примеру, кому это сватаешь? Ну, вам, конечно, Реп Теви. Вот ты пропуск. Вы что, с ума сошли? Извините, если я вас чем-то обидел. Но тогда кого вы имели в виду? А кого я мог иметь в виду, как не свою младшую? Ой, погодите-ка. Ой, хорошо. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо, что вы напомнили об этом мне, Реп Теви, дай вам Бог здоровья до долгие годы. Аминь. Желаю и вам дожить до пришествия Мессии. Только с чего и такая радость на вас напала? Ой, как хорошо. Ой, замечательно. Лучше просто не бывает. Да в чем же дело? Ну так в чем же дело? У меня для вашей младшей есть нечто исключительное. Да? Счастье, главный выигрыш, богач, денежный мешок, миллиончик, Бродский. Ну, сам он подрядчик, и зовут его Педоцур. Педоцур? Педоцур. Знакомое имя из Пятикнижия. При чем тут Пятикнижие, Реп Теви? Ну что вы с Пятикнижием? Он подрядчик, Педоцур. Он строит дома и мосты. Он был во время войны в Японии. Привез кучу денег. Разъезжает на огненных конях, в каретах с лакеями у дверей. У него собственная банька в своей квартире. У него мебель из Парижа. Он носит на пальцах перстень с бриллиантом. На одном? И совсем не старый. Холостяк. Настоящий холостяк. Прима. Вот хочет красивую девушку. Ему не важно откуда. Разутую, раздетую, но только чтобы была красавица. Вы так без передышки скачете, Реп Ефраим, что мы заедем с вами не весть куда. А если не ошибаюсь, вы сватали того же самого жениха моей старшей дочери, Годлу. Ой, еще вы вспомнили, как моя бабка первый раз родила. Этот же еще до войны обанкротился и за границу убежал. Ну и царство ему небесное, может, этот тоже туда удерет. Ой, ну что вы, Реп Теви. Этот же... Вы поймите, тот был шарлатан, пустотел, мод, а это же Педоцур, это же подрядчик с времен войны. Это человек, у которого большие дела. Он заворачивает такими делами, у него такая контора своя, у него такие свои служащие. И ваша дочка будет ходить в шелках, и она будет иметь дачу, собственный выезд. Бейл. Был Педоцур? Был, папа. Ну и что? Золотые часики подарил. Поэтому ты такая веселая. Слушай, Бейлка, а может быть, тебе твой Педоцур так же мил и дорог, как мне? Кто тебе сказал? А почему ночами плачешь? Разве я плачу? Нет, всхлипываешь, не плачешь.
Думаешь, если уткнулась головой в подушку, так я не вижу твоих слез? Ты что думаешь, у отца мозги высохли, он не понимает, что ты делаешь это ради него? Чтобы у меня была к старости возможность куда-то преклонить голову. Если ты так думаешь, то ты ошибаешься, голубушка, ошибаешься. Посмотри, Году бедствует где-то на краю света. А как она счастлива со своим перчиком. Дочка, может, пока не поздно подумаешь, а? Не надо меня, папа, с Годел сравнивать. Она выросла в такое время, когда мир ходуном ходил. Чуть не перевернулся. Тогда все думали о мире, а о себе забывали. А сейчас все думают о себе, а о мире забыли. Ай, ай, ай. И что вы думаете? Вышла Бейлка за Педоцу. Вышла. Видели бы вы ее под венцом. Принцесса. Однако долго мне любоваться не дали. Вскоре молодожены поднялись и на курьерском поезде умчались куда-то в Италию, на воды, как принято у богачей. Ну, а когда вернулись, послали за мной, чтоб я немедленно и во что бы то ни стало приехал в Игупец. Ну, откуда ты знаешь, зачем ты им понадобился? Откуда? Здравствуйте. Здравствуйте. Я отец мадам Педоццо. Здесь? Вам кого? Здесь живет Педоццо. А кто вам нужен? Нет, тебя спрашивают, ты отвечай толком. Здесь живет Педоццо? Здесь. Тогда мы с тобой свои люди. Иди и передай мадам Педоццо, что приехал ее отец Тевье. Что? Тевье. И не может попасть в дом. Вот из-за этого идола в серебряных пуговицах. Пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Бейлка. Ну, как? Здравствуйте. Как поживаете? Спасибо. Слава Богу. Кушать подано. Прошу. Прошу. А что же это, рэп Тевье, вы все время молчите, ничего не спрашиваете? Иногда полезнее помолчать. Может быть, вы
И правы. В таком случае, прошу, ко мне в кабинет. А знаете, Рептевий, зачем я вас вызвал? Ну, откуда же мне знать? Я хочу с вами поговорить о вас самих. Ну что же, если что-нибудь хорошее, послушаем. Вы человек не глупый, и не обидитесь, если я с вами буду говорить откровенно. Надо вам знать, что я веду крупные дела. А когда ведешь крупные дела... У нас в Талмуде сказано, чем больше достояния, тем больше забот. А вы знаете, как это место можно толковать? Вы знаете, я Талмуд никогда не изучал, даже не знаю, как он выглядит. Я так и думал. Вы никакого отношения к таким делам не имеете. Ну, хорошо, послушаем, что дальше. А дальше, когда ведешь такие крупные дела, и по моему имени, по моему положению, мне неудобно, чтобы вы назывались Тевье Молошник. Ну, вы знаете, я знаком лично с губернатором. И ко мне в дом может чего доброго нагрянуть эдакий Бродский, Поляков или даже Ротшильд, чем черт не шутит. Ну, а что же нам делать, если Ротшильд и в самом деле к нам нагрянет? Так вот, мне бы хотелось, чтобы вы бросили это молочное дело и занялись чем-нибудь другим. Чем именно? Чем хотите. Мало ли дел на свете. Только чтобы вы не назывались Тевье Молошник. Погодите-ка. А если вам уехать в Германию, Швейцарию или даже в Америку? А зачем? Позвольте узнать. Ну, как вам сказать? Вы уже человек не молодой. Здоровье уже не прежнее, правда? Ну вот поехать подлечиться, пожить год-другой на водах. Или где еще, там видно будет. Педоцур, конечно, негодяй. И говорит, как поганая собака. Но, может быть, его предложение не такое уж глупое. Ну, а чем я рискую? И что у меня здесь остается? Голода Царствие Небесное давно уже в могиле. Да и сколько мне топтаться на белом свете? А может, в конце жизни мир погляжу, людей посмотрю. Ну, что тут долго раздумывать? Раз, два, три. Это как у вас все быстро. Раз, два, три. Это как в Писании сказано. Все едино, что хлеб, что мекина. А у меня это все... Для меня это, поверьте, все не так просто. Ведь для того, чтобы сняться и уехать, нужны деньги. Этого вам хватит до места с лихвой. Ну, а когда найдете то место, где вам понравится, напишите. И раз, два, три, деньги будут вам немедленно высланы. Позовите жену. Знаешь, душенька, ведь твой отец нас покидает. Раз, два, три, и едет подлечиться за границу. Когда все будет готово к отъезду, дайте нам знать. Мы оба
придем на вокзал, чтобы проститься с вами, потому что Бог знает, когда мы еще увидимся. Ты, душенька, тут немного посиди, а я пойду прилягу на минутку. Папа! Ну, перестань, дочка, перестань. Белка, ну перестань, дочка, перестань. Да что ты, что поделаешь? Что поделаешь, браки совершаются на небесах. Нет, папа, я не от того плачу, что у меня что-то не так. Ведь ты уезжаешь из-за меня, а я тебе ничем помочь не могу. Меня это огнем жжет. Да брось ты, рассуждаешь как дитя. Ну, подумаешь, приеду, посмотрю, что, как там, и приеду. О, большое дело. Не надо меня успокаивать, как маленькую. А что касается до моего мужа, он не такой скверный, как ты думаешь. Он просто человек минуты. Ты знаешь, я недавно его уговорила, чтобы он Годл вызволил вместе со своим мужем из дальней губернии. А что касается родни, то здесь у него просто какой-то пунктик. Ты знаешь, у меня лицо горит, когда он меня кому-то представляет и начинает распространяться о знатности моего отца, моей тети, каких-то дядей, еще кого-то. Он капризен очень на этот счет. По-моему, это не каприз, а мерзость. Каприз. Вот сестра твоя Годл и этого бы ему не спустила. Я тебе уже говорила, чтобы ты меня с Годл не равнял. Годл жила в свое время, а Бейлка живет в свое. А от времени Годл до времени Бейлки, как до Японии. В общем, вернулся я домой и стал распродавать свое хозяйство. А зачем оно мне теперь, если я уезжаю? Вернусь, если, конечно, Бог даст. Там видно будет. Все равно я уже не работник. Но что мне растревожило душу, это моя лошаденка. Лошадка, бедняга, понимала, что я от нее отделываюсь. И когда я ударил с водовозом по рукам, она повернула ко мне свою симпатичную морду и глянула так, точно хотела сказать: это награды за труды мои, так-то ты меня отблагодарил. Последний раз я вам рассказал, как я был у Педоцура. Так вот, этот военный подрядчик, который привез в Египет целые мешки денег и женился на моей Бейлке, обанкротился, продал все, что было, и все-таки не смог расплатиться с долгами и удрал за границу. Долго они там бедствовали. Работали оба как каторжные. Сейчас стали перебиваться с хлеба на квас. А моя заграница, помните? А? Это когда Педоцур хотел меня убрать с глаза, и я согласился поехать. Так с того, пане Шалом алейкум, ничего не получилось. Дочка моя, Цейтл, вдруг осталась вдовой, с кучей детей. Муж ее мотал камзол, шил, сухотку нажил и молодым умер. Вот так. Ну, а я же не мог ее, посудите сами, оставить без куска хлеба. Хотя, с другой стороны, а чем я ей могу помочь? Чем? Ну, однако и это не конец напастям. Видно, не всю чашу выпил еще Тевья. Однажды в нашу деревню приехал урядник. А где Тевль? Вот Тевль, которого вы спрашиваете. Именем его императорского величества. Не надо, я все знаю. Здравствуйте, здравствуйте, ваше превосходительство. Здравствуйте. Милости просим, гость дорогой. Ну, что нового на свете, что вы нам хорошего расскажете? Скажи, Тевль,
сколько тебе потребуется времени, чтобы продать хату, ну и все свои бэбихи? Продать хату? А кому, к примеру, моя хата мешает? Мешать-то она никому не мешает. Только ведь, Тевель, я приехал, чтобы тебя выселить из деревни. Только и всего? А за какие такие дела? Почему мне оказана такая честь? Не тебя одного. И не только отсюда, а из всех деревень кругом. Из Злодеевки, из Костоломовки, из Анатовки. Из Анатовки? Да, из Анатовки, которая раньше была местечко. Да. А сейчас она становится деревней и выгоняет оттуда всех ваших. Что, всех? Всех. Так, а скажи-ка мне, ваше благородие, а знаешь ли ты, что я здесь живу больше, чем ты, а? А ты знаешь, что в этом углу жил мой покойный отец, мой дед, моя бабка, царствие им небесное, а? Словом, Тевель, собирай свои манатки и фур-фур на Бердичев. Так, ваше благородие. Приходит чужой человек и зарывает у тебя самый сладкий кусок. Кто такой? Откуда? Почему? Это ты к чему говоришь? А ничего, Рептевий. Даст Бог, будет вам утеха на расстоянии. Стоит Богу захотеть. Бог милостив. Он и болячку пошлет, но и без лекарства не оставит. А скажи-ка, ваше благородие, а сколько раз я приходил хлопотать за крестьян, чтобы ты их не обижал, а? Сколько раз? А? Ну ладно. Хватит мне с тобою лясы точить и пустыми разговорами заниматься. Прибыла ко мне бумага. Вот. Остальное меня не касается. А что мне было терять? Конечно, если б я был моложе лет на 20 хотя бы, и будь со мной моя Голда, и будь я тот же Теве, что прежде, конечно, я бы сразу не сдался. Я боролся бы до крови. А теперь что? Как говорится, что мы и что наша жизнь? Кто я? Мертвец, горшок разбитый, черепок негодный. Да куда же мы будем перебираться? Где будем пристанище искать? Да куда глаза глядят, туда и пойдем. Куда все люди, туда и мы пойдем. Ну, скажи, пожалуйста, ну, чем ты лучше твоей богатой сестры Белки, которая там, на том краю света, со своим дружком Педоцуром, который пристала, видите ли, как они говорят, делать жизнь. А почему тебя не пристало? Почему? Так у них же дети на руках висят, отец. Да ну глупая, это хорошо, что дети. Есть чем с места трогаться. Цейто, у меня кое-что осталось от прежнего. Немного соберем за скотину, получим за хату. Все благо, Цейто. Ну вот, Цейто, кажется, все. Осталось только поклониться дому и в путь. Ну, что ты плачешь, Цейто, что ты плачешь? Мне ведь тоже нелегко прощаться с домом. Ну, что поделаешь, что поделаешь? Судьба. Изыди, как говорится.
Отец, ты не знаешь, почему я плачу. Ведь мне не только дом жаль. Мне еще есть кого пожалеть. Например? Например, вот мы с тобой уезжаем, а здесь остается один человек. Одинокий, как камень. Что ты болтаешь? Какой человек? Что за камень? Отец, я не болтаю. Я знаю, что я говорю. Ну? Я говорю о нашей Хаве. С чего это ты вдруг ни с того ни с сего о Хаве? Ведь я сколько раз просил, чтобы имя Хавы не упоминалось. Я просил. Отец, ты только не сердись. Помнишь, ты сам говорил, что, мол, в Писании сказано, что человек должен жалеть человека, как отец жалеет свое дитя. Ты о жалости говоришь, да, ты о жалости говоришь. А она пожалела меня, когда я как собака валялся в ногах у папа, будь он проклят. А она стояла где-нибудь рядом и слышала все мои слова. А она пожалела, мать Царствия Небесное, когда она вот здесь лежала на полу, покрытой черным. Где ее была жалость? А? Погоди, отец. Где была ее жалость? А мои бессонные ночи? Мои бессонные ночи, моя боль, которая до сих пор сжимает мне сердце, когда я вспомню, что она сделала над нами. Где была ее жалость ко мне? Отец. Жалость. Ну ты же сам говоришь, что даже Бог прощает кающегося человека. Кается. Поздно уже, поздно. Веточка, которая однажды оторвалась от дерева, должна засохнуть. И лист, который упал, должен сгнить. Все. И больше мне о Хаве не говори, не говори. Отец, я умру на месте, если ты и на этот раз оттолкнешь ее, как тогда в лесу. Помнишь, когда она к тебе руки протягивала? Что ты хочешь от меня? Что ты хочешь? Что за напасти на мою голову? Отец, Ой. ну она же тебе такая дочь, как и я. Ну. Нет, нет, нет. Хава мне не дочь. Она давно умерла. Нет. Нет. Хава не умерла, отец. Хава жива. И она только узнала, вот как, что нас выселяют. Тут же прибежала. Принесла свои вещи. Говорит, где ваше место, там и мое место. Ваше изгнание, это мое изгнание. Отец, да вон узел ее здесь. Хава. Отец. Слез не уйдешь, не откупишься за грош. Словно дети за тобой, они бегут гурьбой. Как бы дитя не провинилось, но если оно лезет к вам в душу и говорит вам отец, ну как его можно оттолкнуть? Ну как? Как это в молитве говорится? Простил по слову твоему. Простите. Простите, я спешу. Внуки ждут, не дождутся своего деда. Должен вам сказать, что внуки гораздо дороже детей. Как это говорится, чада и чада-чад твоих, а? Шутка ли? Ну, в путь-то вверх.
Thank you.